Более 200 новобранцев из Ингушетии пополнят ряды вооруженных сил России этой весной. Всю необходимую работу по оповещению молодых людей призывного возраста военные комиссариаты уже сделали. Отправили повестки призывникам и провели разъяснительные беседы с родственниками ребят. На весенний призыв задание на призыв увеличено по сравнению с предшествующим призывом. Ребята будут служить у нас в различных видах и родах войск, и сухопутные войска, и Национальная гвардия, и военно-морской флот, и военно-космический, и ПВО. То есть во всех видах, будем говорить так, и родах войск ребята будут служить. Служить будут по всей России. Самая ближняя точка — это у нас Нальчик, самая дальняя, я так считаю, что это Североморск. Призывников обеспечат всей необходимой экипировкой и сухим пайком. Все организационные моменты военными комиссариатами учтены. В соответствии с указом президента Российской Федерации и приказом министра обороны Российской Федерации ребята по призыву не направляются. Граждане, которые, допустим, изъявят желание при прохождении военной службы по призыву заключить контракт, такие граждане могут направляться или же сами напишут рапорта о том, чтобы их направили в точку, допустим, где проводится, допустим, СВО. Возраст на сегодняшний день остается по-прежнему призывной, от 18 до 27 лет. По всей вероятности, я думаю так, что срок будет увеличен возрастной. Это со следующего года. Здоровье – ключевой фактор для любого призывника. Помещения, где будет проходить медицинское освидетельствование, уже подготовлены. Личные дела будущих солдат пройдут через невролога, стоматолога и психиатра и других врачей узкого профиля. Отсрочка положена по состоянию здоровья. Или если призывник имеет 2 и более детей, является опекуном или попечителем, или получает высшее и среднее образование по очной форме. Критериев немало, а те, кто под них не подпадает, служить обязан. Граждане, которые уклоняются от военной службы, от исполнения воинской обязанности, такие граждане будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Есть категория граждан, которые подпадают под административный кодекс, есть категория граждан, которые подпадают под уголовный кодекс. Будем говорить так, максимально это лишение свободы сроком до 2 лет. У граждан, не проходивших военную службу без законных оснований, в дальнейшем могут возникнуть трудности с устройством на работу, тогда как наличие военного билета дает свои преимущества в поиске более перспективной работы. Может идти на работу в любые органы. На сегодняшний день мы знаем, что у нас Министерство внутренних дел производит набор граждан, отслуживших. У них есть вакантные места. И министр внутренних дел, он именно сторонник того, чтобы принимались на службу в органы внутренних дел юноши, которые отслужили установленные сроки. Также он может пойти в последующем на госслужбу работать, и к этому гражданину, как говорится, не будет никаких вопросов. По словам военного комиссара региона, у молодого человека, прошедшего службу, чаще всего происходит перестановка моральных ценностей. Он определяется с планами и целями по жизни. Человек находится там в мужском коллективе, в течение года находится один. Он общается с юношами различных национальностей, его кругозор расширяется, он начинает в общении, появляются какие-то знакомства, дружеские отношения. Очень многие ребята, будем говорить так, после службы в армии, познакомившись с кем-то, и находят потом там же, где проживает его товарищ, работу. Отправка новобранцев в регионе начнется во второй половине апреля. Продлится весенняя призывная кампания до 15 июля. Дана Плиева, Абдуллах Алухаев. Новости 24.